Так, ёкарный бабай. Аслан, мы будем дальше маршировать. Удастся на Агу маршировать будем. Удастся нас сразу. Мы будем маршировать, и никто нас не остановит на этом пути. Да-да-да, ёкарный бабай. Аллилуйя. Да, полностью согласен, ёкарный бабай. Будем маршировать, да. Карамлур, да, твой. Да. Это концерт. Угорцы дизы, карцедалар, да. Это Мамацевич, Арцедал, да. У нас ситуация раньше какая была? Нам нужно было против варварской, бесчеловечной, многосотнетысячной армии, русской оккупационной армии, удерживать территорию нам нужно было. И это невероятно сложно, не имея ни авиации, не имея ни оружия, ничего не имея. Мы воевали только трофейным или купленным у них оружием. Очень тяжело все было. Ситуация сейчас в корне изменилась. В корне. Понимаете? Государство, нам страну уже удерживать не надо. Да? Надо бы, конечно, но мы ее уже не можем удержать. Поэтому у нас ситуация в корне изменилась. Что тогда делать? Мы здесь находимся сотни тысяч в Европе. Мы говорим на всех языках. Вы не понимаете, какой потенциал у нас есть. Один чеченец может здесь огромный шухер навести. Если эти чеченцы не будут размениваться, там алемаздуй, суфистуй, вахабистуй, харуй, вожуйца бож. Если цены не готовы, если мы чисто, государство есть, все, нам больше ничего не нужно. Государство есть, мы прикрываемся в соответствии с нормами международного права и страны проживания. Понимаете, это огромная сила. Вы не представляете, насколько у нас потенциал. Если бы вы осознали бы это, вы бы уже бы на это работали бы. Инзерениц мабуайга. Дэл мукла. Та умшца дюч там, сверца дюч там, динца дюч, херца дюч. Иди вперед к цели. Зачем каждый через слово подчеркивать, я мусульманин? Ну, ты мусульманин, да, это твое личное дело. Зачем? Вы видели когда-нибудь христианина, который через слово «я христианин», рубашку рвет на себе? Или атеист, «я атеист», там он говорит. Нет, ну занимайся, ты же должен, ты подчеркиваешь, что ты чужой. Да, там, зачем? Зачем? Я не понимаю просто. Или ты работаешь на врага. У нас огромный потенциал, и нужны умные, образованные, владеющие языком люди. Так, дальше пойдем. Как ты думаешь, почему многие в Европе говорят, не надо лезть в политику, просто детей воспитывать в религии? Это на них пропаганда действует. Религия это обязательно, но само по себе ничего не изменится, говорит Аду Давлетюк. Полностью согласен, об этом и речь. Политика, у меня тоже такое мнение было, и до сих пор оно укоренилось. Это грязное дело. Да, это грязное дело. Но права-то мы должны свои отстаивать, правильно? Нас не могут просто так выкидывать там из страны, нас не могут там безнаказанно убивать. Нас не могут убивать сына, приносить отцу, бросать и говорить, мы это застрелили. За что нас убивают? Вопрос. Эй, люди, европейцы, американцы, чеченцы, украинцы, за что нас убивают? Почему мы молчим, что нас убивают? Почему мы говорим там, Кадыров сделал, Кадыров не сделал, Кадыров никто. Делает Путин и ФСБ, вот кто делает, понимаете? Сегодня уберут Кадырова, приведут другого. Мы воюем не между собой, чеченцы, мы один народ. Как бы мы ни молились бы, даже вообще из нас кто-то в Бога не верит, это наши граждане там. Среди нас и русские граждане есть, граждане Ичкерии, и армяне есть, и евреи есть, и дагестанцы есть, и ингуши есть. Мы разные, разных религий, разных конфессий. Против нас убивают русские, нас убивает Россия, нас убивает имперская Россия. Мы должны это понять. И какая здесь политика? Это не политика, это просто надо нам сохраниться.
У нас открывают мечети и спортзалы. Где у нас заводы, университеты, фабрики? У нас качают нефть на миллиарды долларов. Почему нам ничего не дается? Потому что мы оккупированы, у нас нет никаких прав. Мы говорим, перестаньте нас убивать. Дайте нам наши права. Или скажите, международное право для всех, кроме чеченцев. Скажите открыто, это будет честно. Так, русские с нами ведут. Мы россияне, у нас права, и наши права не соблюдаются в России. Понимаете? И скажите, международное право заявите. Гутерреш заяви, там, ООН, там, Трамп заяви, Меркель заяви, все заявите. Да, у всех есть права, у чеченцев их нету. Мы хотя бы будем знать, что у нас их нет. И мы должны свои права отстаивать. Это не значит, что если какой-то там политик сказал, ситуация меняется, и мы должны добиваться этого. И только мы сами можем. Цанна даст, никто за нас этого не сделает. Мы должны, свободные люди, все остальные, не делить, ты там еврей, ты там украинец, ты там русский. Нет. Мы все свободные люди, которые думают свободно, которые должны за свои права стоять. Мы должны строить свои свободные государства. А не какой-нибудь там мерзавец, ублюдок, захвативший власть, должен 20 лет управлять и убивать нас. Прошу прощения за эмоции.